«Дороги» на канале Осетия Риштон. Программа о людях, событиях и героях уходящей недели. Сегодня в выпуске. Уж лучше платить и не копить долги. Взносы за капитальный ремонт обязательны по всей стране, но платят далеко не все, а зря. Это в общих интересах. Как обстоят дела со сборами за капремонт в Осетии? Кто и как осуществляет капитальный ремонт наших домов? Дороги связывают города и поселения, этносы и культуры. Важно, чтобы состояние дорог находилось на должном уровне. Но кто за это несет ответственность, выяснял наш корреспондент. Достойный пример для подражения всем бизнесменам республики. Социально ответственный бизнес. Работает ли это в Осетии? Да, работает. Небольшое предприятие заботится о жителях селения и активно участвует в жизни района. Подробности в нашей программе. Почти ровесник века. На днях известному осетинскому художнику Жоржу Гасинову исполнился 81 год. Живописец продолжает творить в собственной мастерской. С ним встретилась наша съемочная группа. – 70 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Северной Осетии за последние сутки. По данным Роспотребнадзора, всего зараженных новой коронавирусной инфекцией в республике 7756 человек. 892 человека на амбулаторном лечении, в медучреждениях 118 человек. Состояние пациентов от средней тяжести до тяжелого. Вячеслав Битаров поручил сформировать медицинский кадровый резерв для борьбы с COVID-19. Все из-за ухудшения ситуации и увеличения количества больных в стационарах. Такое поручение глава дал Министерству здравоохранения нашей республики на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Особое внимание уделили стационарам, где лечатся инфицированные, а также поликлинической помощи больным COVID-19 на дому. По словам руководителей медучреждений, с каждым днем растет количество госпитализаций, вызовов врачей на дом. Вячеслав Битаров вновь указал на необходимость держать на контроле ситуацию с поставками кислорода в стационары. Необходимо сформировать его запас на случай острой необходимости. Также в республике должен быть запас лекарственных средств, отметил глава. Что касается работы службы скорой медицинской помощи, уже задействовано 42 бригады, а в ближайшие дни их количество увеличится до 45. По мнению руководителя республики, в автопарке скорой не должна простаивать ни одна машина. Быть готовым принять вызов должны все. Особое внимание руководителей медучреждений Вячеслав Битаров обратил на то, что они должны внимательно относиться к жалобам пациентов и реагировать на каждую из них. Взносы за капремонт – это обязательные платежи. В случае накопления задолженности вопрос с неплательщиками будет решаться через судебных приставов. Как обстоят дела со сборами за капитальный ремонт у нас в Северной Осетии, выясняла моя коллега Эллада Дзукаева. Жильцы многоквартирных домов часто путают текущий ремонт с капитальным. Ремонт в подъезде, замена небольших участков сетей, точечный ремонт кровли – все это не относится к капремонту. Капитальный ремонт многоквартирного дома подразумевает полную замену кровли, инженерных сетей, обновление фасада и укрепление фундамента. В пятиэтажке на улице Ватутина, 72, обновили крышу, а также заменили инженерные сети на радость жильцам. Уже в прошлом году нам поменяли крышу. Сейчас нам поменяли отопление, трубы, батареи. Ребята работали очень добросовестно, очень мы все довольны. Вот все соседи могут подтвердить, что работали они очень слаженно и хорошо работали. Честно говоря, в ужасном состоянии было. И сейчас это вообще как сказка. Собственники жилья собирают только процент от общей стоимости работ. Остальная сумма – софинансирование республиканского бюджета. Жильцы дома на личном примере убедились, своевременный сбор средств означает, что ремонт проведут в кратчайшие сроки. Мы не верили. Я лично даже за капремонт не платила. А так как уже сделали нам крышу, я стала платить и не столько, сколько в месяц положено, а больше, чтобы нагнать ту сумму, которая у меня есть задолженность. Сейчас стала уже платить. Раньше не платила. Нет, а сейчас плачу потихоньку, по 2000. В общем, выплачиваю, да. Очень выплачивать, потому что увидели, что работает? Да, работа, крыша у нас, все. Стали вот делать отопительные эти трубы. Я все это учитываю, поэтому стала платить. Взносы за капремонт – это обязательные платежи. В случае накопления задолженности вопрос с неплательщиками и их долгами решается через судебных приставов. Это значит, что поверх основного долга собственнику жилья также придется оплачивать судебные издержки и пени. За капремонт люди стали платить больше. Больше людей стало платить.
Я думаю, что в скором времени все заплатят свои долги. Капитальный ремонт уже произошел в 30 домах нашей республики. Так обновили фасад в доме номер 19 на улице Николаева и в доме номер 35 на улице Миллера. Заменили инженерные сети на улице Ватутина, 72. Полностью поменяли кровлю дома номер 22 на улице Дзусова. Замена кровли старой стропильной на новую уже произведена. Мы поменяли все несущие конструкции, потому что старые конструкции кровли уже вследствие постоянного затопления осадками пришли в негодность. Кровлю накрыли новым профлистом, и цвет выбирали тоже согласно пожеланиям жильцов. На Ватутина 72 по проекту мы должны поменять систему отопления, холодного водоснабжения и канализационную систему. Так как отопительный сезон уже начался, мы решили начать с отопления. Проблема возникла с подвалом, точнее в его отсутствии. То есть та часть дома, которая со стороны Ватутина, она бесподвальная. Та часть, которая на Куйбышева, там есть 2 помещения подвальных. Поэтому, чтобы не нарушать общее расположение трубы отопительной, было принято решение пропустить трубу по фасаду. В Осетии первое место по своевременной оплате за капремонт занимает Моздок. Моздокчане уверены, что вовремя оплаченная квитанция играет большую роль в ускорении ремонтных работ. Во Владикавказе уровень сбора очень низкий, несмотря на то, что сумма за квадратный метр 5 рублей 21 копейка. В нашей республике значительно ниже, чем в соседних. Капитальный ремонт проводит фонд капремонта в республике. По государственной программе в вашем доме проведут замену инженерных сетей, лифтов, приведут в порядок фасад, а также заменят кровлю. Вместо плоской крыши будет шатровая, что избавит от протечки и проникновения влаги в ваш дом. Благодаря проведенному капремонту стоимость квартиры по оценке риэлторов увеличивается на 15-20%. Пожалуй, основной его плюс в том, что в доме будет безопасно жить. Подробности о капитальном ремонте вашей многоэтажки можно узнать на странице фонда капремонта. Эллада Дзукаева, Лидия Цехилова, Александр Будаев специально для программы «В итоге». Что ж, сегодня о том подробнее, как проходит капитальный ремонт в многоквартирных домах, мы поговорим с начальником отдела реформирования ЖКХ и жилищной политики Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Республики Батразом Надгириевым. Сегодня он в нашей студии. Батраз Аркадьевич, добрый вечер. Спасибо, что нашли время зайти. Рассказывайте, почему такие низкие сборы по Владикавказу? Почему Моздок опережает столицу республики? Прокомментировать, почему низкие сборы именно по Владикавказу, пока я не могу. Но факт того, что на самом деле по Моздокскому району значительно выше уровень собираемости взносов и достигает свыше 90%, это очевидно. Значит, что касается по городу Владикавказ и других муниципальных образований нашей республики в настоящее время, в целях повышения уровня собираемости взносов проводится работа, претензионно-исковая работа. В принципе, подаются заявления на выдачу судебных приказов. В любом случае, в принудительном порядке будут взыскиваться средства. То есть, если я не плачу за капремонт, наступает период выполнения ремонтных работ в моем доме, вы вправе подать на меня в суд, судебные приставы опишут мое имущество, будут взимать часть оплаты с моих карточек и так далее, и так далее. Однозначно. Как это работает, механизм? Механизм такой. В любом случае, злостные неплательщики, они в любом случае будут привлекаться к принудительному взысканию финансовых этих средств, уплату взносов на капитальный ремонт. То есть региональным операторам подается заявление в судебные инстанции в свою очередь вносят судебный приказ. И уже, соответственно, переносится это в исполнительное производство, судебные приставы. Батраз Аркадьевич, все же, как так получилось? Вроде бы уже живем в другой стране, а большинство жителей думают, что государство им чем-то обязано, Министерство ЖКХ обязано бесплатно что-то делать. Ведь это маловероятно, как я понимаю. Скажем так, есть жилищное законодательство, в рамках которого все действуют. Да? Значит, согласно этому законодательству, бремя содержания общего имущества лежит за собственниками жилых помещений. Как мы уже знаем, в принципе, собственники жилых помещений, они частично являются собственниками общего имущества. Соответственно, взиматься будут с собственников квартир. Мы тут
месяц назад буквально делали сюжет. Дом на Московской. За 45 лет ни разу не проводился капитальный ремонт. В итоге, скажем так, дом поизносился существенно. Жильцы не платят за капремонт. Дом на балансе ЖКХ МС города. Жильцы не платят, потому что не верят, что им сделают капремонт. Соответственно, деньги не поступают, капремонт никто не сделает. А дом приходит в аварийное состояние, да. В любом случае не снимает ответственности с собственников жилых помещений, не снимается ответственность за уплату взносов на капитальный ремонт. И как так получается? В любом случае реализация программы капитального ремонта зависит напрямую от уплаты взносов на капитальный ремонт. Если, соответственно, нет этих взносов на капитальный ремонт, соответственно, у нас получается так, что нечем отремонтировать данные многоквартирные дома. Есть софинансирование, значит, как с муниципального бюджета, так и с республиканского бюджета, но без бюджетных средств собственников жилых помещений проведение капремонта на сегодняшний день пока что маловероятно. Насколько я знаю, у нас самый маленький тариф за капремонт по стране. Значит, если мониторить тариф по капитальному ремонту, то на сегодняшний день у нас этот тариф составляет 5,24. Это не только по Северокавказскому округу, значит, самый низкий тариф, но и по всей федерации. То есть среди 85 субъектов у нас самый маленький тариф на капитальный ремонт. Вне зависимости от этого у нас большие затруднения в части уплаты этих взносов. Бодрас Аркадьевич, такой вопрос. Дом, в котором я живу, 20 квартир. Из 20 жильцов за капремонт платят 2 квартиры. Соответственно, а капремонт уже должен был быть в этом году, в 2020. И что теперь делать? Как быть в данной ситуации? Да, я так понимаю, деньги, которые были там уплачены этими 2 квартирами, их уже обратно не вернуть, они будут висеть на балансе капремонта. Нет, в любом случае проведение капремонта переносится на более поздние сроки. За это время региональным оператором ведется претензионная исковая работа, и при достижении определенного уровня собираемости взносов все-таки будут приступать к проведению капремонта. Ну, если вы помните, когда запускалась эта программа по капремонту по стране, было очень недовольных из серии там ремонт сделают в 2048 году, неизвестно, буду ли я жив, очень много нареканий было, очень много критики. Хотя по факту, как показывает практика, если собирают хотя бы там определенное количество за капремонт с определенного объекта, ремонт производится в течение там года-двух максимум и достаточно оперативно. Нет, я скажу так, значит, есть нормативно-правовая база субъекта, значит, согласно которому у нас действует постановление, согласно которому сроки проведения капремонта могут переноситься на более ранние сроки. Однако, значит, есть определенные условия для того, чтобы перенесли сроки на более ранние. Значит, первым условием и самым основным условием это достижение 80% уровня собираемости взносов. То есть, если дом, значит, собирает более 80% взносов на капитальный ремонт, есть соответствующие документы, акт жилнадзора и тому подобное, то данный дом может претендовать на проведение капремонта в более ранние сроки согласно установленной форме. Бодрас Аркадьевич, у нас звонок. Давайте попробуем принять, послушаем наших телезрителей, выслушать. Мы готовы принимать звонок. Мы вас выводим. Добрый вечер. Звонок сорвался. Технические неполадки. Продолжаем нашу беседу. Бодрас Аркадьевич, как, на ваш взгляд, повысить уровень сборов по городу и по республике? Может быть, нужно как-то больше вести разъяснительную работу с населением, рассказывать о том, что другая страна, помогать уже, собственно, никто не будет. Нужно нести ответственность за свое жилье. Мы показывали на Николаева, фантастически привели в порядок фасад, на Миллера. И, в общем-то, это общая задача, чтобы и город, и отдельные дома выглядели максимально привлекательно. Согласен. Значит, как показывает практика на сегодняшний день, самым результативным является ведение претензионной исковой работы. Все-таки пока что, да, значит, популяризация данной программы, она пока что плодов как таковой не приносит. Но есть претензионная исковая работа,
которая уже на сегодняшний день дает свои результаты. То есть за последний месяц уровень собираемости взносов достиг уже 57%. Это уже большие успехи для нас. Батрас Аркадьевич, попробуем принять еще один звонок. Мы готовы? Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, возраст имеет значение? Это я? Возраст дома или ваш возраст? Наш возраст. Возраст жильцов, то есть? Возраст жильцов, да. Представьтесь, пожалуйста. Дзукаева Зарета. Зарема, очень приятно. Зарема, если не трудно, отойдите, пожалуйста, от телевизора, а то мы вас плохо слышим. Возраст жильцов как-то влияет на стоимость? Да, влияет. Стоимость... Есть ли скидки какие-то пенсионерам, ветеранам ВОВ, ветеранам локальных военных конфликтов? Есть определенные привилегии. Значит, что касается возрастной категории, то люди, одиноко проживающие, которые возраст более 70 лет, для них предусматривается субсидия, компенсация 50%. Еще раз, очень важный момент. Уважаемые телезрители, внимание! Батрас Аркадьевич говорит интересные вещи. Для всех жителей республики, кто оплачивает капремонт, для тех, кто находится в возрастной категории старше 70 лет, да, предусмотрена субсидия в размере 50%. 50%. Люди возраста 80 и более, для них предусмотрена субсидия 100%. То есть но государство... это, опять-таки, хочу подчеркнуть, это одиноко проживающие, достигшие 80 лет. Для них компенсация составляет 100%. Но здесь необходимо отметить тот факт, что оплата в любом случае она должна производиться, но значит, собственниками этих жилых помещений, то есть людьми, которые достигли которые в возрасте 80 лет и более, они должны обратиться в Министерство труда и социального развития, которое непосредственно занимается этими компенсациями. Вот, а давайте про жителей домов, кому 70 лет. То есть они тоже по той же схеме обращаются в министерство? Все, абсолютно все, которые претендуют на какую-либо компенсацию, они должны обращаться в Министерство труда и социального развития, которое, в свою очередь, принимает заявление и принимает соответствующие меры. Батрас Аркадьевич, вам нужно чаще приходить к нам на эфиры, вести разъяснительную работу с населением. Информацию, которую вы озвучили, ее мало кто знает, например. И она действительно интересна, учитывая, что у нас очень много людей преклонного возраста в республике и в городе. Соответственно, я так понимаю, им положено субсидирование на капитальный ремонт. Да. Плюс ко всему есть республиканское постановление, согласно которому тоже есть какие-то привилегии в части, как вы уже сказали, ветеранов Великой Отечественной войны, ну и другим категориям. То есть, в общем-то, все эти платежи, они не настолько обременительны могут быть? Ну, скажем так, в части обременения, вот, средняя квартира у нас, если даже считать 50 квадратов, средняя квартира, то согласно тарифу 5,24 ежемесячная уплата взносов на капитальный ремонт составляет около 260 рублей. Я думаю, это не такая значительная сумма, неподъемная. Батрас Аркадьевич, хотите, раскрою страшную тайну? Давайте. Самое интересное, что вот большинство жителей республики, пенсионеры 65+, 70+, они исправно платят. И многие из них не знают, что им положена субсидия от государства. А как раз-таки люди более молодого поколения, в том числе очень состоятельные люди, они предпочитают не платить эту небольшую сумму за капремонт. И страдают все остальные, в том числе и пенсионеры. Как быть? Я, наверное, опять все-таки буду повторяться в части того, что, значит, данные задолженности в принудительном порядке в любом случае будут взыскиваться. То есть люди, которые ненадлежащим образом исполняют обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт, то с них в любом случае в принудительном порядке будут взыскиваться эти средства. То есть, я так чувствую, скоро у судебных приставов будет много работы? Работа начиналась, в принципе, работа велась, но масштабная претензионно-исковая работа началась, вот, я думаю, с текущего года. Оперативно подаются заявления, и уже выносится исполнительное производство. Батрас Аркадьевич, еще такой вопрос. Вот, предположим,
Жильцы дома оплатили 100%, там более 80% за капремонт. Начинается на объекте капремонт. Как долго он проходит? И не создает ли это неудобств для жителей дома? В любом случае неудобства какие-то будут испытывать собственники жилых помещений и жильцы данных домов. Но при заключении договоров, при объявлении электронных аукционов и последующем заключении договоров, значит, предусматриваются такие сроки, чтобы минимизировать неудобства для собственников жилых помещений и жильцов многоквартирных домов. Скажите, а ваше ведомство ведет надзор за тем, как происходит капитальный ремонт на объектах? Значит, в региональном операторе действует так называемый технический надзор, который в ежедневном порядке осуществляет контроль за ходом работ в каждом объекте, в каждом многоквартирном доме. Петр Аркадьевич, спасибо вам. 15 минут разговора и столько нового и интересного узнал, да и не я только, но и наши телезрители. Я вас благодарю за то, что вы нашли время к нам пожаловать. Я думаю, через несколько недель мы с вами увидимся снова и поговорим. В общем, вы расскажете о результатах, попробуем разобраться, почему жители Моздока более дисциплинированы, чем жители Владикавказа. А я напомню, у нас в гостях был начальник отдела реформирования ЖКХ и жилищной политики Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Республики Батрас Надгиреев. Батрас Аркадьевич, спасибо вам. Спасибо. Мы уходим на рекламу, оставайтесь с нами. О том, как эта неделя прошла для главы нашей республики Вячеслава Битарова, нам расскажет моя коллега Лидия Цахилова в рубрике «Дневник главы за неделю». Лидия, добрый вечер. Тебе слово. Спасибо, Федор. Сегодня в рубрике «Дневник главы за неделю». Расширить автопарк скорой помощи до 45 машин. Такое решение принял Вячеслав Битаров на заседании оперативного штаба. Увеличилось количество вызовов во Владикавказе и районах республики. Нагрузка на дежурные бригады скорой помощи тоже возросла. Главная задача – обеспечить своевременный приезд медиков к больным для оказания неотложной помощи, подчеркнул глава. На базе Моздокской районной больницы развернуто резервное отделение для пациентов с COVID-19. Подготовлено 60 коек, которые обеспечены системой подачи кислорода. Медучреждения республики полностью обеспечены медикаментами. Необходимые препараты должны бесплатно получать пациенты на амбулаторном лечении. Это поручение Вячеслава Битарова. Отметим, формированием лекарственных запасов активно занимается организация «Фармация» и медицинская техника Осетии. В республике разрабатывается программа реализации молодежной политики на следующий год из 2022 по 2024 год. В нее войдут подпрограммы «Патриотика», «Наука» и «Экономика». Эти направления рассмотрели и приняли на заседании, которое провел Вячеслав Битаров. По каждой подпрограмме разработают дорожную карту с описанием мероприятий, сроком исполнения и обозначением ответственных лиц. Об этом сообщили кураторы направлений Аслан Кайтуков, Азамат Гаглоев и Александр Дубаев. Все направления должны основываться на воспитании патриотизма, убежден Вячеслав Битаров. В планах работа с учащейся молодежью, с ребятами до призывного возраста, организация грантовой поддержки военно-патриотических объединений, а также помощь начинающим предпринимателям. Предусмотрена и профориентационная работа. Она предусматривает проведение регионального этапа конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». О формировании кадрового резерва медработников доложили Вячеславу Битарову на очередном заседании оперативного штаба. Особая нехватка в анестезиологах и реаниматологах. Глава республики поручил министру здравоохранения Тамерлану Гогичаеву и руководству СОГМА провести активную работу. Необходимо разработать дорожную карту по вопросу подготовки специалистов по специальности анестезиология и реаниматология, отметил глава. Ситуация с распространением коронавируса в республике ухудшается. В связи с этим Роспотребнадзор и Минздрав республики разработают рекомендации по новым ограничениям. Вячеслав Битаров провел первую рабочую встречу с начальником Северо-Осетинской таможни, генерал-майором таможенной службы Алексеем Бриусовым. Вячеслав Битаров поздравил Алексея Бриусова с назначением на должность и отметил, что в следующем году количество транспорта, который будет пересекать Верхний Ларс, вырастет и увеличится объем работы. Но благодаря многолетнему опыту Алексея Бриусова на руководящих должностях ведомство справится с нагрузкой. В свою очередь Алексей Бриусов подчеркнул, что за последние годы Северная Осетия активно развивается.
создаются новые объекты, реализовываются федеральные и региональные программы. Выросла инвестиционная привлекательность региона. О поддержке сельхозтоваропроизводителей говорили на совещании проектного офиса. Обучающие семинары позволят повысить уровень квалификации аграриев. Это положительно скажется на развитии сельского хозяйства республики. График проведения семинаров составлен. Мероприятия уже прошли в нескольких районах, а также на базе СОГУ. Вячеславу Битарову рассказали о реализуемых мерах по развитию сельского хозяйства. Для аграриев республики доступны гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных и потребительских кооперативов. Общая сумма более 32 миллионов рублей. Грантополучатели смогут приобрести перерабатывающее оборудование. Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики ведет прием заявок на получение данного гранта до 16 ноября. Вячеслав Битаров вручил ключи от квартир двум сотрудникам предприятия «Спецэкосервис», которые особенно нуждались в улучшении жилищных условий. Это водитель Харитон Хасигов и грузчик Эристонского района Светлана Буравлева. Глава поблагодарил тружеников за нелегкую работу и отметил, что благодаря их усилиям на улицах, площадях, парках Владикавказа удается поддерживать чистоту и порядок. Отметим, что по поручению Вячеслава Битарова совместно с администрацией Владикавказа планируется ежегодное выделение квартир для поощрения наиболее заслуженных работников учреждения. Так, в прошлом году ключи от двухкомнатной квартиры вручили водителю предприятия Михаилу Чехтисову. В Мизури в скором времени появится почти 200 новых рабочих мест. Одна из крупнейших швейных фабрик ОЗАТ, которая изготавливает одежду для военнослужащих, расширяет производство. Вячеслав Битаров во время рабочего визита в Мизур осмотрел помещение будущего цеха и поручил создать для инвестора необходимые условия. Строительные работы в Доме культуры Мизура уже подходят к концу. Обновили зрительный зал, заменили кровлю, внутренние коммуникации, выполнили отделочные работы. Проект стоимостью 7 миллионов рублей реализовали в рамках нацпроекта «Культура». Появится в Мизуре и современная библиотека с методическим кабинетом. Помещения готовы к эксплуатации. Капитально отремонтируют и Мизурскую детскую школу искусств. Глава поручил подготовить проектно-сметную документацию. В настоящее время в школе обучается 60 детей и работают 6 преподавателей. Главе поселка Мизур Аслану Кайтмазову поручено разработать комплексный план социально-экономического развития населенного пункта. Это была рубрика «Дневник главы за неделю». У меня на этом все. Федор. Лидия, благодарю тебя. Очень насыщенная неделя была главы нашей республики. Что ж, увидимся через неделю. Спасибо. А мы продолжаем. На днях отмечал свой день рождения предприниматель, меценат, президент футбольного клуба «Алания» Владимир Гуриев. Бизнесмена поздравил глава нашей республики Вячеслав Битаров. Он поблагодарил Владимира Валерьевича за активную жизненную позицию, неравнодушие к жизни республики и пожелал благополучия и успехов во всех начинаниях. Мы с нашей редакцией всецело присоединяемся к поздравлениям. Спасибо Владимиру Гуриеву за его внимание к нашей республике и за те проекты, которые он здесь реализует. Дорога – главный путь, связывающий города и поселения, этносы и культуру. Дома, больницы, школы, детские сады, семьи. Благодаря таким путям сообщения благополучно функционирует автомобильный транспорт. Немаловажную роль играют и дорожные службы, прокладывающие новые пути и сохраняющие качество сегодняшних дорог. Давид Бурнацев, мой коллега, расскажет подробнее. Дорога, ведущая в Верхний Феогдон, издревле была стратегической. Такое и остается по сей день. Ежедневно по ней проезжают тысячи автомобилей. В населенные пункты Куртатинского ущелья доставляют продовольствие, почту, приезжают кареты скорой помощи. Жители республики и туристы едут, чтобы насладиться местными красотами. Дорога, по которой мы едем, устремляется в горное ущелье. Каждое утро, 7 дней в неделю, на трассе трудятся сотрудники дорожной службы. Они поддерживают чистоту дороги вне зависимости от времени года и погодных условий. Каждый пройденный километр, каждый подъем и спуск требует от человека определенной выносливости и сил. Ведь приходится каждый раз нагибаться и поднимать мусор, который оставляют водители. Ведь малейшее скопление листвы или веток, или даже бытового мусора могут привести к аварийной ситуации. Наша героиня – одна из тех немногих, кто трудится над тем, чтобы главный путь в Куртатинское ущелье был в должном порядке. Работа мне нравится, я не первый год работаю. Я очень довольна и счастлива. То, что на воздухе, то, что людей вижу. Приятно, результат своего труда мне приятно бывает видеть, когда на дороге чисто, а на склонах чисто.
Мне нравится. Ну, у меня самый короткий участок от молодежного центра Барс до Харищина. Там туда и обратно получается 10 километров. Ну, 10-11. Нормально. Потому что мы, бывает так, что где-то на автобус садимся, полдороги машиной. Когда обратно возвращаемся, тоже бывает, что на попутную машину сажусь. А когда пешком туда-обратно, нормально. Это и зарядка отличная для здоровья, ну и деньги тоже приличные. Так что нормально. Я очень довольна и счастлива, что у меня появилась такая работа. Ну, я мечтаю о том, чтобы у меня зрение восстановилось, потому что я хочу все-таки работать, видеть и людей, и мусор, и горы красивые, зеленую траву и деревья. А здоровье, наверное. Чтобы был счастлив мой сын, ну, моя семья, чтобы они были счастливы, здоровы, в смысле. Это главное, о чем я мечтаю. Особо хочу поблагодарить всех, кто принимает в этом участие, за состоянием санитарным. То есть вдоль дороги по обочинам года 2, может быть больше, ни одной соринки невозможно бывает увидеть. Настолько тщательно все вычищается. Небольшое дорожное предприятие в селении Зорикау играет основополагающую роль в республиканском дорожном строительстве. Предприятие изготовляет асфальтобетон, который используют в обустройстве, ремонте и реконструкции покрытия дорог. Мы занимаемся содержанием дорог. Наше предприятие обслуживает не только дорогу Феогдон, у нас также есть дорога Архонка-Зорикау, Архонка-Гизель, Нижняя Саниба, Верхняя Саниба и Кодавчин. У нас проводит мониторинг дорог дорожный комитет, то есть постоянно следят, чтобы на дорогах было чисто. Стараемся все делать вовремя, обслуживать, содержать, убирать. Смотрим за дорогами. Комитет надлежащим образом ведет контроль. Снежные горы, ледники и невероятные природные пейзажи края сочетаются с мусорными пакетами и бытовыми отходами. По факту мы видим такую же картину, как и в городе, но уже на обочинах дороги. Водители просто знают, что за них уберут. Водитель старается любую маленькую баночку, он старается выкинуть. Но если нету контейнера, если он видит меня по дороге с мешком, они останавливаются и забрасывают свою баночку, свою пачку из-под сигарет мне в мешок. Сотрудники предприятия каждый день проводят мониторинг своих дорог и, если необходимо, делают и ямочный ремонт. А как оценивают состояние автодороги местные жители и гости республики? Мы со Ставропольского края, да, дорога нормальная. Пойдет дорога для местности, для данной. Каждый день езжу по этой дороге, и я знаю, что там они постоянно убирают. Более-менее, да. Вот за это хочу выразить благодарность дорожному комитету, которые инициировали. У нас был участок, он в глубине ущелья с 2002 года, когда было наводнение, то вот асфальтное покрытие было смыто водой. И вот в этом году там и асфальт уложили, отремонтировали этот участок дороги. И вот сейчас можно сказать, что наша автодорога, ну не скажу в отличном состоянии, но 4 с плюсом можно поставить нашей дороге. Всех нас связывают дороги, но у каждого в жизни должен быть свой путь для поддержания чистоты и сохранения природы нашей республики. Какой дорогой мы пойдем, чистой или грязной, все зависит от нас. Давид Бурнацев, Александр Левченко, Денис Ладик. Специально для программы «В итоге». А мы продолжаем «В итоге» на канале «Осетия Рештон». Достойный пример для подражания всем бизнесменам республики. Социально ответственный бизнес. Как это работает у нас в Осетии? Есть дорожное предприятие, которое заботится о жителях селения и активно участвует в жизни района. И сегодня у нас в гостях замдиректора социально ответственного предприятия, член молодежного парламента республики 3-го созыва Азамат Уртаев. Азамат, добрый вечер. Добрый вечер, Федор. Спасибо, что нашел время заглянуть к нам в студию. Вам спасибо за приглашение. Я так понимаю, есть предприятие, оно находится в Дворикау. Не так давно там у вас были изменения, поменялся владелец, и был четкий вектор указан на то, что необходимо помогать жителям селения и всячески развивать инфраструктуру района. Да. Можно подробнее? Да, у нас изменился руководитель, им стал Зарбек Русланович Гусов. И параллельно с нашей работой было принято решение оказывать какую-то помощь благотворительную населению.
но на качество нашей работы это никак не повлияло. Содержание дорог у нас всегда в приоритете. Это очень интересная и в свое время очень ответственная работа. Ты понимаешь, что от тебя зависит жизнь человека. То есть в каком состоянии находится дорога, ты должен каждый день мониторить. Вместе с нами тут все дороги, которые у нас находятся на содержании, мониторят сотрудники Комитета дорожного хозяйства во главе с председателем Тайрелем Тазаретовичем Солиевым. И бывают, конечно, какие-то огрехи, на которые нам они указывают, показывают, как надо это все исправить. И мы, конечно же, пытаемся все эти небольшие какие-то огрешности в кратчайшие сроки исправить. Параллельно с этим пытаемся помогать населению, которое проживает в селе Зорика. Очень много сотрудников у нас из этого села. Тесно сотрудничаем с администрацией поселения. Есть какие-то проблемы, совместными усилиями пытаемся их решить. То есть фактически на одном из ходов глава республики говорил о том, что необходимо как-то остановить вот этот постоянный исход жителей из сел в город, потому что нет рабочих мест, в поисках работы люди уезжают из сел в города, села начинают умирать. А вы фактически, то есть, воплощаете в жизнь идею, создаете новые рабочие места, поддерживаете достойный уровень жизни непосредственно в селе, создаете новую инфраструктуру. Плюс еще, как мне стало известно, в период пандемии вы активно помогали малоимущим, малообеспеченным, ветеранам, пенсионерам. Ну да, к сожалению, не только наша республика, но и весь мир ощутил на себе эту проблему пандемии. И наше руководство не захотело оставаться в стороне. И мы решили помогать населению, какую-то небольшую свой вклад внести в развитие нашей республики, поддержать наших односельчан. Повторюсь, очень много сотрудников нашего предприятия из этого села, и мы не могли остаться в стороне. А чем помогали? Продукты? Да, продуктовые наборы были собраны, около 50 наборов. Они были, мы их раздавали малоимущим, многодетным семьям, семьям, где были инвалиды. И в дальнейшем мы, конечно же, хотим продолжать эту деятельность. Я надеюсь, у нас получится. Азамат, предлагаю посмотреть небольшой сюжет, собственно, и после чего продолжим нашу беседу. С удовольствием. В Алагирском районе по берегам реки Феогдон раскинулось селение святых Зоарикау. Прямо у входа в Куртатинское ущелье 25 километров по трассе от Владикавказа. Нас встречают 7 журавлей, устремленных в небо. Обелиск в память о 7 братьях Газдановых, не вернувшихся с полей Великой Отечественной. Из маленького села неподалеку от Владикавказа во время Великой Отечественной войны уходили на фронт по главной дороге к победе. Годы спустя рабочие асфальтово-бетонного завода проложили свою дорогу добра. В это непростое время помогая местным жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мы начали тесно сотрудничать с администрацией села, определили фронт работы и начали такую небольшую благотворительную деятельность. Начиналось все с покупки продуктовых наборов, поддержки школы, детского сада. И сегодня нашей главной целью является помощь детям, которые находятся в сложной ситуации. Давид Маргиев не может самостоятельно передвигаться из-за нарушения опорно-двигательной системы, спровоцированным детским церебральным параличом. Но гостем был очень рад, исполнилась его мечта. Теперь у Давида новый планшет. Давно просил планшет. У нас как бы был старый, но очень плохого качества. И он просил, вот реально, кстати, вот это было, что позвонили, предложили, что ему надо конкретно. Я говорю, я тоже сориентировалась, сказала планшет. Конкретно вот за моего сына очень рада, очень приятно. Он сам радуется, видите, как он, счастье у него. Там, я же говорю, давно он просил. Огромное спасибо. Залина и ее супруг строят дом, работать не могут, так как нужно находиться рядом с сыном, поэтому ведут собственное хозяйство. У нас на нашем заводе большая половина наших сотрудников, они все являются жителями данного села. То все, конечно, сплотились, мы общими усилиями стали заниматься, искать семьи, которым надо в первую очередь помочь. И если так можно сказать, то внутри коллектива какая-то сплоченность появилась, и сегодня мы можем говорить, что наша команда успешно работает и готовы помогать, и надеемся, что у нас это будет продолжаться долгие годы. Подготовить ребенка к новому учебному году – дело достаточно затратное, но сотрудники завода заботятся и о своих маленьких земляках.
Родители и дети остались очень довольны таким вниманием к подрастающему поколению. И дети, и родители их были очень благодарны асфальтному заводу, который включился в акцию всероссийскую «Помоги пойти учиться» и сделал такие большие подарки нашим деткам. 28 наших учеников, начиная с младших классов и кончая старшей школы, получили большие наборы канцтоваров к 1 сентября. Праздники в детском саду селения Зуарикао теперь будут проходить по-новому и запомниться надолго. Подаренный заводом новый музыкальный центр украшает каждый праздник и нравится детям. Работаю в детском саду уже 15 лет. Очень люблю свою работу, люблю очень сильно детей. Я не просто так пришла к детям, но так как у меня у самой 2 детей, воспитывались тоже в этом детском саду. Асфальтный завод нам помог нам стульями. Мы о них, наверное, мечтали. У нас не было, но они были железные, но сейчас нам вот подарили. Мы очень благодарны. Еще мы очень много лет хотели центр. Вот этот бумбокс тоже они нам подарили. Да, мы останавливаться не собираемся. И, повторюсь, мы очень тесно сотрудничаем с администрацией села. И, в принципе, у нас есть список проблем, список нуждающихся людей, которым надо оказывать помощь. И мы потихоньку пытаемся это все просьбы и пожелания выполнить. Проблемы, которые на сегодняшний день есть, они собирались долгие годы, и для их решения понадобится время. Но с Божьей помощью будем стараться как можно быстрее, в кратчайшие сроки оказывать поддержку. Сегодня мы смогли познакомиться с историями маленького, но храброго селения Зуарикао. Оставаться ближе к проблемам других и протягивать руку помощи – ценное, что есть в человеке. Давид Бурнацев, Диана Кабалоти, Денис Ладик. Специально для программы «В итоге». Азамат, вот такой вот сюжет. Я очень признателен вашему предприятию, потому как помощь и забота о наших земляках, о наших гражданах, о наших младших – это очень-очень важно и очень-очень достойно. Спасибо вам. Спасибо. Продолжим нашу беседу. Собственно, пандемия не закончилась. Какие-то у вас мероприятия, акции планируются на ближайшее время? Да, у нас есть список семей, которым надо оказать помощь в приобретении лекарственных медикаментов. Это семьи, в которых дети-инвалиды. Мы уже какой-то список получили медикаментов, будем его закупать. И для одной семьи хотим помочь в приобретении абонемента на прохождение реабилитации. Ребенок нуждается в реабилитации, у него тоже церебральный паралич. Я надеюсь, у нас получится помочь этой семье. Я тоже очень надеюсь, что у вас все получится. Азамат, подскажи, пожалуйста, вот твоя деятельность в молодежном парламенте. Там вы какие-то благотворительные проекты реализуете? Да, реализуем. В принципе, главная цель молодежного парламента – это законотворческая инициатива. Мы законотворческий орган. И, по сути, чем тогда взрослый парламент занимается? Взрослый парламент, это вы у них будете спрашивать. Очень важную роль, конечно, играет взрослый парламент в нашей республике. Это забота о населении, конечно же, принятие определенных поправок законопроектов, которые на развитие нашей республики способствуют. Молодежный парламент сконцентрирован в основном на работе с молодежью. И помимо законотворческой деятельности, конечно же, каждый комитет нашего молодежного парламента проводит работу с молодежью. Что касается нашего комитета, комитета по развитию массового спорта, у нас были много встреч с именитыми спортсменами в формате открытого диалога. Мы проводили встречу с министром физической культуры и спорта Владимиром Борисовичем Габуловым в детском лагере Томиск. Ему эта инициатива очень понравилась, и был сформирован ряд мероприятий, которые мы хотели провести. Но, к сожалению, в условиях нынешней пандемии, нынешних проблем эти мероприятия отложили на следующий год. Но, тем не менее, на сегодняшний день министром является Алан Анатольевич Хугаев, с которым мы тесно сотрудничаем. Он всегда оказывает нам большое внимание. Замечательный человек, у нас периодически в гостях бывает. Да, я бы хотел ему сказать большое спасибо. Он очень сильно помогает, всегда готов выслушать, принять. Это было очень важно как для нас, так и для молодежи в целом. Мы знаем, что в любой момент можем обратиться к Алану Анатольевичу, он нас выслушает, если надо, подскажет советом, если надо, у нас направит к определенным людям, которые нам в дальнейшем будут помогать. Я очень сильно хочу выделить его вклад.
Азамат, не могу, собственно, вот меня очень восхищают наши бизнесмены, которые помогают жителям республики. Сегодня вот мы поздравляли Владимира Гуриева, он буквально вчера отмечал свой день рождения. Он, как меценат и благотворитель, ведет активную деятельность, помогает больным детям, нашим гражданам. Вот ваше предприятие оказывает помощь землякам, жителям Дзурикао. Как сделать так, чтобы это стало системным каким-то подходом к решению проблем? У нас очень много богатых людей, очень много предпринимателей, очень много разного всякого бизнеса, но тем не менее оказывать помощь жителям республики считают лишь единицы. Я думаю, это в первую очередь зависит от самого человека, от предпринимателя, от бизнесмена, если вот так можно называть. Невозможно же работать и как это в режиме снегоуборочной машины, все под себя. Нужно, в конце концов, там дети, старики, пенсионеры, ветераны. Ну, на самом деле у нас в республике очень много достойных предпринимателей, достойных бизнесменов, которые оказывают эту поддержку. И на самом деле очень много из них свою помощь не афишируют. Они как бы желают остаться нераскрытыми. Но, конечно, я призываю всех бизнесменов, меценатов оказывать данную поддержку. Я думаю, что населению необходимо понимать, что к ним будет внимание какое-то относиться. Кто-то будет знать, что я не одинок. Есть люди, которые готовы помочь. Они у нас в республике есть. И вы сами видите, что огромная работа проводится как руководством республики, так и неравнодушными гражданами. Азамат, завершая нашу беседу, я считаю, что необходимо помогать детям, необходимо помогать старикам, а вот взрослым людям самая лучшая благотворительность – это создание новых рабочих мест. Возможность зарабатывать, возможность работать, возможность обеспечить свои семьи. В завершении у тебя есть возможность обратиться к селению Дзурикао, к городу Владикавказу, да и, собственно, ко всей республике. Ну, конечно, создание новых рабочих мест – это приоритетная задача каждого предприятия. Мы к этому стремимся, чтобы у нас на предприятии как можно больше людей работали, как можно больше людей из сел работали. Вы указали на правильную проблему, что многие жители бегут из сел в город. У нас впереди очень тяжелая работа, это зимнее содержание дорог, очень ответственная работа. И мы призываем всех желающих, мы готовы принимать на работу. У нас огромный фронт работы есть, и, конечно же, будем рады, если нам будут помогать в этом сами жители. А куда обращаться? Просто начнут нам звонить, писать, мы-то дадим контакты в администрацию селения Дзурикао, мы с ними на постоянном контакте, они направляют, они сами звонят, говорят, что есть какие-то люди, которые хотят на работу, и мы с удовольствием всех готовы принимать, выслушать, по мере возможности трудоустроить. Спасибо вам за ваш труд, за ваше добро. Вам спасибо большое. Будем на связи, я думаю, в ближайшее время еще увидимся. С удовольствием. А мы продолжаем. Прославленному остинскому художнику Жоржу Гасинову исполнился 81 год. Похоже, возраст ему совсем не помеха. Он продолжает ежедневно работать в своей мастерской, трудится над незавершенными картинами и готовится к персональной выставке. С именинником пообщался мой коллега Батрас Загуров. У меня отец где-то рисовал, лепил тоже, из камня вырезал. Дед прекрасно танцевал, а моя мать была из такой фамилии Гурджибека, одна из лучших гармонисток, в 4 гармонисток республики входила. Неудивительно, что с такими генами Жорж Гасинов нашел свое призвание. Причем его таланты не ограничиваются живописью. Он был певцом, танцором и руководителем фольклорного ансамбля, проводил археологические раскопки, был художником-постановщиком в театре и кино. Попробовал он себя и в качестве актера. Как художника-постановщика пригласили, и по костюмам все. А потом там несколько осетинских актеров из Осетинского театра пригласили, 4. И как-то режиссеру они не подошли. Ну, хорошие люди, все. И потом он ко мне обратился, говорит: Жорж Иванович, давай сам. Вот этот эпизод яркий сыграл. Никаких дублей не было. Я сыграл, потому что нутро такое. Детство Жоржа прошло в поселке Садон. Это были тяжелые военные и послевоенные годы. После школы и работы в колхозе пошел в армию, а дальше обучение в Цхинвальском художественном училище. С тех пор кисточки и краски – часть его жизни. Звонят из Москвы, из Харькова, из Сочи.
приезжают, продай нам эту картину, другую картину, третью, четвертую. Я говорю, для Осетии я их написал, а не для вас лично. Копию, не делаю я копии. Я на пенсии живу и не голодаю, одет, обут. Большая часть работ Жоржа Гасинова – это исторические полотна, но не чужды ему и остросоциальные картины, рассказывающие о современных событиях. Например, здесь он изобразил детей, жертв бесланской трагедии. Я видел, когда это мальчик вышел, он какой был. И я быстро сделал карандашные наброски с него. Он это даже не знает. А я, Георгий, каждый раз, я видел, как они, что там происходило. Это был кошмар. И люди говорят, зачем ты такие вещи делаешь? Чтобы люди знали, что это такое. Жорж Гасинов никогда не отличался покладистым нравом. Он признается, что это нередко мешало его карьере. Но таков уж характер, говорит, что думает. Критично он оценивает и текущее положение дел в искусстве Осетии. Вот случайные люди, уже 5 человек были министрами культуры. Кто они такие? Кто они такие были? Я приходил, я говорю, вы кто такие? Какое отношение эти имеете к осетинскому искусству, тем более хореографии, киноискусству, театрам? Приезжаете из Москвы, осетины, деньги заработал, поработал, полгода и ушел. Батрас Загуров, Заур Кодзаев, Денис Ладик специально для программы «В итоге». В столице нашей республики проходит необычная выставка «Дни Пригова в Владикавказе». Экспозиция приурочена к 80-летию Дмитрия Пригова, художника, поэта, драматурга, режиссера. В выставке принимали участие и студенты художественного училища имени Азамбека Джанаева. Подробнее в сюжете моей коллеги Даяны Калуховой. 5 ноября, вечер. Здесь заиграло все, от саксофона до кастрюль. Яркое событие в культурной жизни столицы республики. Открытие выставки «Дни Пригова во Владикавказе», посвященной к 80-летию знаменитого художника. Сегодня 5 ноября 2020 года, и сегодня исполняется 80 лет Дмитрию Александровичу Пригову, одному из основоположников московского концептуализма, художнику, скульптору, поэту, писателю. Тысячи работ, воплощенные в жизнь, инсталляции, графика, большое число стихотворных текстов – все является наследием Дмитрия Пригова. Большинство работ на этой выставке подготовлены учащимися Владикавказского художественного училища имени Азамбека Джанаева. Ранее мы не были знакомы с Приговым, с его искусством, но нам всегда было это интересно. Благодаря нашей учительнице Марии Филатовой, она преподает у нас историю искусств, и именно она об этом нам рассказала. И, как Лера сказала, мы ранее не были знакомы с творчеством Дмитрия Пригова, но когда я узнала об этой выставке, я посмотрела несколько его интервью, посмотрела его фильм и искала в интернете его стихограммы и работы, которые можно было найти, потому что мне стало очень интересно наблюдать за его творчеством. Современное искусство – это очень интересно. Вдохновившись творчеством Пригова, студенты училища воплотили еще одну его идею в жизнь. Узнав об этом перформансе конца прошлого века, ребята загорелись и предложили идею распечатать эти листовки и расклеивать их по городу. Вот, мы решили немножко осовременить эту версию листовок, да, и мы добавили туда QR-коды, вот, которые бы отсылали зрителя, посетителя к нашему центру, вот, где был указан адрес, была указана программа, вот, соответственно, понравившаяся надпись вас навлекает на мысль о том, что нужно просканировать QR-код, который вас уже направляет на выставку, приглашает вас познакомиться с творчеством Дмитрия Александровича. В своих работах Дмитрий Пригов обращался к образу обычного советского труженика. Уборщица и сантехник, которые очищают мир от грязи, огромное око, отсылающее к Господу, мифическое животное, проводник в чтении классики для внука. Значит, работа, которая представлена на этой стене, вообще была в 85-87 годах один из первых крупных перформансов Дмитрия Александровича Пригова. Вот, и назывался он «Обращение к гражданам». Соответственно, поэтому каждая из этих листовок, да, начинается обращением непосредственно к граждане. И дальше то, вот, с чем он обращался к народу. Дмитрий Александрович – это вот, да, один из его образов. То есть у него вообще в его творческой карьере было несколько таких
образов, которые он использовал. Вот для этого перформанса он использовал образ вот такого Дмитрия Александровича, как бы вот человека из народа. Куратором выставки выступил искусствовед, автор теоретических исследований в области современного искусства Виталий Пацюков. Был человек, который не было границы у него. Между жизнью и искусством. Он был предан искусству. Как здесь. Здесь впервые его идея. Мы все участниками становимся, как в фольклоре, как в народном театре, в народной культуре. Все поют, все танцуют, поют. Он открыл для праздничной культуры, культуру праздника. Этим он велик. Он воспел обычный человек, который жил в Советском Союзе, который жил достаточно тяжело. А уже на следующий день состоялось выступление группы «Круглый бенд» под руководством Алексея Круглова. Вся программа перформанса строилась вокруг творчества Дмитрия Пригова. Выставка «Дни Пригова во Владикавказе» продлится до середины декабря в Северокавказском филиале Пушкинского музея. Художник и поэт Дмитрий Пригов – один из основателей и идеологов московского концептуализма. В своих работах он перебирает всевозможные скрещивания слов, мыслей и идей. Все находит свое внимание в стихограммах, призывах и инсталляциях. Любопытна одна из цитат Пригова. «Биологически я уже старый человек, творчески зрелый, культурно молодой, а социально я подросток. Эти возрасты очень разведены. В каких-то социальных ситуациях я поступаю с подростковой эмоциональностью и необдуманностью». Даяна Калухова, Заур Кодзаев, Александр Левченко. Специально для программы «В итоге». Что ж, на сегодня это все. Пожалуйста, берегите себя и своих близких, носите маски. Коронавирус пока, к сожалению, никуда не ушел. Увидимся через неделю.